Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Мирнинские спасатели начали патрулирование водоемов района. 555 цветов посадят на улицах села Бердигистях. Нововведения ждут гостей базы отдыха «Наход». Штраф за выезд на закрытую ледовую переправу для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Админкомиссия Якутска и ГИБДД начнут проверять соблюдение запрета на движение по уже закрытым ледовым переправам в ближайшее время. Между тем, спасатели уже выявили нарушителей на зимнике Якутск-Нижний Бестях. Для должностных лиц штраф составит от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 1 миллиона. Физлица за нарушения будут оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей. Напомним, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта с 19 апреля. Тем временем мирнинские спасатели уже усиленно патрулируют водоемы района. Сотрудники МЧС предупреждают людей об опасности, рассказывают о правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации. Также сотрудники инспекции по маломерным судам совместно с местными властями проводят онлайн-уроки школьникам, рассказывают о правилах поведения в период весеннего паводка или дохода. В Мирнинском районе отсутствуют действующие ледовые переправы между населенными пунктами. Однако активный отдых на льду пользуется большой популярностью. По дороге в Чернышевск, то есть у нас находится 3 водных объекта, они разных. То есть это река Вилюй, в реку Вилюй впадает река Большая Бутуобия, тоже серьезная река. И дальше мы проезжаем плотину Вилюйских ГЭС, и это уже начинается Вилюйское водохранилище. Массовое место выхода рыбаков для подледного лова рыбы. Если усиливается течение, то лед быстро разрушается. То есть в таких местах мы постоянно присутствуем, разговариваем с рыбаками. Естественно, сейчас весной появляются промоины. Объясняем, что рыбакам, что к краю промоины, естественно, подходить нельзя, это опасно. Второклассники из Бердигистяха решили поработать над благоустройством родного села. Школьники планируют украсить Бердигистях и рассчитывают посадить на улицах не меньше 555 цветов. Подробнее в следующем сюжете. На встречу к 21-м играм Манчары учащиеся 2 класса Бердигистяхской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова вносят свою лепту на благоустройство родного села. В этом учебном году мы планировали проект «Эйсибеккилера» вместе с родителями. И совместно с местной администрацией мы договорились и должны были посадить на площади Эя белые петунии. И за этот проект я очень благодарна своим родителям, учащимся. И надеемся, что будет наш проект воплощен в жизни, да, площади Эя. Общим советом выбрали самые популярные, неприхотливые и устойчивые цветы петунии. По нашему проекту «Эйсибеккилера» тигра Манчары вместе с родителями посадили 555 штук петунии. Мы выбрали белые петунии, потому что белая петуния – символ доверия, достоинства и правды. Петунии мы все сажали дома с родителями и ухаживаем за ними. Мы ждем месяц июнь. И мы хотим этими цветами сделать надпись «Игры Манчары». Отрадно, что идею поддержали все родители. Уже с февраля начали работу по реализации проекта. Теперь каждый ученик дома вырастил рассаду петуний. В начале февраля мы с мамой посадили семена петунии. Первые цветения пошли в середине апреля. Я через дни поливаю, ухаживаю и наблюдаю.
В июне месяце всем дружным коллективом выйдут на субботник на главную площадь села Эе. Администрация Бердигистяха поддержала идею второклассников и поможет поставкой почвы и клумбы для высаживания цветов. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской, Михота, Горный, Бердигистях. На базе отдыха «Наход» произошли нововведения. Здравница изначально славится бассейнами под открытым небом с природной термальной и минеральной водой из артезианской скважины. А вот что нового ждет отдыхающих, расскажет Екатерина Павлова. База отдыха «Наход» работает круглогодично. Деревянные домики, обогреваемые раздевалки, площадки для мангалов. Вода в бассейнах постоянно обновляется, и ее температура свыше 30 градусов даже зимой. Благодаря таким уникальным условиям на «Находе» любят отдохнуть не только местные жители, но и гости со всей республики и страны, которые не боятся проехать сотни километров ради новых эмоций. Бывали несколько раз уже. Будем сейчас еще раз купаться. Понравилось очень. Особенно зимой. Ну, летом тоже были. Теплая, классно, всех приглашаем на море! В прошлом году мы были на майские праздники. Ну, не так контраст, потому что тепло и тепло. А сейчас из мороза вот сюда. Вообще отлично. В непростой период пандемии после снятия некоторых ограничений база отдыха продолжает пользоваться большим спросом у жителей со всей республики. Договариваясь по телефону об отдыхе, якутяне садятся в машины и уже на следующий день приезжают насладиться целебным воздухом и сказочной красотой природы. Семьями, компаниями остаются на базе на ночлег. Что мы сделали для этого? Мы заменили полностью всю мебель, выкинули все старье, заменили всю мебель. То есть новые диваны купили, новые стулья, скамейки. Ну, остался только низ. У нас немного там в старом варианте. Но мы сейчас тоже пересматриваем, как это сделать так, чтобы было удобнее нашим посетителям. Основной купальный сезон приходится на зиму, когда на контрасте температуры воды и воздуха максимально ощущается эффект. Зимой дорога на «Наход» открыта для легкового транспорта, а в весенне-летний период на базе работает дежурная вахтовка. Сегодня для желающих отдохнуть на базе «Наход» цены снижены. Делаем как в гостиницах, 2500. Там с человека берем, да, сюда входит постель, сюда входит мангал, сюда входит посуда вся. Заключаем договора с кафе, чтобы приготовление питания было на месте. И самое главное, что включено, сколько хочется, столько купаться. Таких домиков у нас уже подготовлено в пределах 10 штук. Сегодня база «Наход» предлагает в полной мере насладиться уникальностью предлагаемого отдыха и посвятить ему не пару часов, а несколько дней. Остаться на ночь, проснуться утром и окунуться в прозрачную гладь бассейнов, зарядившись массой положительных эмоций. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Сибири на трассе спасли истощенного медвежонка. Он сидел на дороге в одиночестве и громко плакал. Детеныша поместили в питомник. Там выяснилось, что это самка. Малышку назвали Машей, за ней присматривают и балуют разными вкусностями. В питомнике рассказали, что через год ее вернут в дикую природу. Сегодня в столице республики во второй половине дня небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +1, +3. На побережье республики на Нижней Лене и Колыме 24 апреля синоптики прогнозируют умеренный снег. На остальной территории местами небольшой кратковременный мокрый снег. Ветер умеренный, порывы до 17-22 метров в секунду, метель. Температура воздуха ночью -8, -13. На западе -2, -7. В центре, на юге при прояснении -13, -18. Днем в центре 0 +5 градусов. Это были все новости к этому часу. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.